Вы смотрите «Итоги дня», где мы расскажем вам о самых заметных событиях. В студии Валерия Наумова. Здравствуйте. И вот основные темы. Уничтожение, освобождение, спасение. Россия «Моя история» проводит лектории в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста. Всесторонняя помощь и поддержка участников специальной военной операции, а также их семей не прекращается ни на минуту. Гимназия номер 2 города Нейрюнгри присоединилась к этому движению. Стартовал хакатон для учителей. В масштабном мероприятии участвуют около 200 педагогов из 17 районов республики. Расскажем об этом подробнее. Все чаще можно столкнуться со случаями утечки персональных данных или финансовых накоплений. Как защитить себя и подрастающее поколение в цифровом пространстве. Самое масштабное соревнование по волейболу среди ветеранов началось в Якутске. Свыше 500 спортсменов съехались на первенство Якутии. Как прошел первый соревновательный день? Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации российско-белорусского соглашения, согласно которому иностранцы, получившие визу России или Белоруссии, смогут пересекать границы второй страны без получения дополнительной визы. Режим взаимного признания виз будет распространяться и на тех, у кого есть разрешение на временное проживание, вид на жительство или приглашение на посещение международного спортивного мероприятия в России или Белоруссии. Кроме того, уточняется, что гражданам, которые в соответствии с международными договорами имеют право на безвизовый въезд в одну из стран, не придется получать визу для пересечения границы второй страны. В Якутск вернулся еще один участник специальной военной операции. В августе месяце он ушел на линию соприкосновения и подписал контракт. После нескольких недель боев якутянин получил тяжелое осколочное ранение и был направлен в госпиталь. После оказания ему квалифицированной медицинской помощи и первоначальной реабилитации военнослужащий вернулся на родину. В аэропорту участника СВО встречали представители правительства республики, почетный караул курсантов кадетского корпуса, а также родные и близкие. Земляки очень помогали, да, они приезжали часто к нам, да, им большая благодарность землякам, очень все завидовали нам. Ну, надо выполнять, да, свой гражданский долг. Всесторонняя помощь и поддержка участников специальной военной операции, а также их семей не прекращается ни на минуту. И все больше общеобразовательных организаций Нерюнгринского района присоединяются к этому движению. Итоги акции в гимназии номер 2 города Нерюнгри подвела наша съемочная группа. По всей республике не прекращаются мероприятия, направленные на сбор гуманитарной помощи для мобилизованных и военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Очередная такая акция прошла и в гимназии номер 2 города Нерюнгри. Я думаю, что данные вещи, которые были собраны ребятами, они дойдут до своих адресатов, и в нужный момент, к 23 февраля, мы таким образом поднимем боевой дух наших солдат, которые непосредственно принимают участие в специальной военной операции. Ну и, конечно же, эти благотворительные средства, они воспитывают дух патриотизма у наших детей. И я думаю, это не последняя акция, в которой мы будем принимать активное участие. Прекрасно понимая всю серьезность и важность, не только учителя и родители, но и учащиеся гимназии приняли самое активное участие в сортировке собранных вещей и упаковке посылок. Также гимназисты написали письма солдатам с добрыми пожеланиями и словами поддержки. Мы на протяжении недели упаковывали различные вещи, которые собрали семьи. Это продукты питания, одежда, хозяйственные товары и многое другое. Можно перечислять долго. Каждый, конечно, хотел помочь в этой акции. Каждый принимал участие как мог. Собранные посылки будут отправлены в благотворительный фонд «Виктория» буквально на днях. Затем их доставят в зону проведения специальной военной операции и передадут бойцам. Иван Лазаренко, Захар Головин, Нерюнгри.
Добрых дел много не бывает. 27 января начала работу республиканская смена «Добрая зима» вместе со школьниками Якутии, неравнодушными к добровольческим делам. В лагере находится 110 участников в возрасте от 8 до 18 лет из разных районов Якутии. 15 ребят из общего числа, члены семей участников СВО. У детей уже идут первые вводные занятия. Они думают над проектами по нескольким направлениям. В работе школьникам будут помогать педагоги центра и приглашенные гости смены, специалисты сферы добровольчества. Республиканская смена продлится до 9 февраля, где на закрытии объявят лучшие идеи и назовут победителей смены. В основном мы готовим лидеров и активистов добровольческих отрядов, которые у нас практически в каждой школе есть. Учим работать по проектам, добровольческим проектам. Учим на то, чтобы они свои акции могли хорошенько представить, чтобы побольше ребят занималось добровольческим движением. В рамках акции «Тепло детских рук» детские сады Якутска передали собранные вещи в благотворительный фонд «Победа» в поддержку участников СВО. Коллективы городских дошкольных учреждений собрали посылки, куда вошли необходимые вещи и сладости местного производства. Также дети нарисовали рисунки, вместе с родителями написали письма и поздравили бойцов с Днем защитника Отечества. Торжественная передача подарков прошла на базе детского сада номер 15 «Северные звездочки». Акция состоялась в рамках Республиканского педагогического форума «Устойчивое развитие детства в Якутии. Основа будущего». Наши ребята, представители нашей республики, наши земляки сражаются на фронте с оружием в руках. У них там линия фронта, но здесь наши воспитатели, заведующие, ну и вообще все жители города, я думаю, что у каждого сейчас своя линия фронта. И если мы делаем честно и ответственно свое дело здесь и помогаем вот хотя бы таким образом нашим бойцам, нашим ребятам, которые сегодня на Донбассе, мы действительно делаем большое общее дело и приближаем нашу победу. Теперь перейдем к другим темам. Весной текущего года начнется реконструкция взлетно-посадочной полосы аэропорта столицы республики. Работы полностью завершатся в 2024-м, что позволит принимать широкофюзеляжные воздушные суда, сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства республики. Ожидается, что с 10 мая по 15 августа введут ограничения по длине полосы, по приему и выпуску отдельных типов воздушных судов, что отразится на объеме и схеме авиаперевозок. Реконструкция проводится для стабильного функционирования системы воздушного транспорта и обеспечения безопасности полетов по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Уничтожение, освобождение, спасение. Вспомнить вместе трагическую страницу всемирной истории приглашает исторический парк «Россия. Моя история». Лекторий проводится в рамках Международного дня памяти жертв Холокоста и годовщины освобождения лагеря смерти Аушвиц. Проведение Дней памяти в Якутске стало традиционным и проводится в 7-й раз. По словам историков, подобные мероприятия необходимы хотя бы для того, чтобы ознакомить молодежь и подрастающее поколение с исторической действительностью, чтобы глубже вспоминать культурно-национальное своеобразие каждого народа, быть дружелюбным и терпимым к религиозным и этническим отличиям. Отмечу, что во время Второй мировой войны жертвами Холокоста стали 6 миллионов евреев, почти 3 миллиона из которых были советскими гражданами. В лагерях смерти погибли миллионы советских военнопленных и мирных. Вот сегодня много студентов, вообще молодежи. И, конечно, это очень здорово, потому что именно от них будет зависеть их будущее. И в их руках сделать его светлым, чтобы никогда больше подобного не повторилось. Пожилые люди, они и так знают, помнят. Главное, чтобы молодежь знала. Также в Якутии проводится всероссийская акция памяти «Блокадный хлеб» в день полного освобождения города Ленинграда от фашистской блокады. По всей стране проходят мероприятия, посвященные этой памятной дате. Якутия присоединилась к всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб». Битва за Ленинград вошла в историю как одна из самых длительных и кровопролитных сражений Второй мировой войны. В память о трагических днях блокады в торговых центрах, в учебных заведениях волонтеры Победы раздали 120
25-граммовые кусочки хлеба. Ключевой символ акции – кусочек хлеба весом в 125 грамм. Именно такая ежедневная минимальная норма была установлена во время блокады. Это символ стойкости и мужества защитников города, их подвига на фоне всех тяжестей военного времени. Сегодняшняя акция у нас именно связана с 27 января. Это у нас день полного освобождения блокады Ленинграда 1944 года. Участвуют в основном у нас жители и гости нашей столицы, города Якутска. А также по районам мы тоже проводим данную акцию, где уже наши муниципальные штабы уже сами своими силами проводят. Что такое хорошо и что такое плохо, нам известно со школьной скамьи. Однако с ходом развития информационных технологий все чаще можно столкнуться со случаями утечки персональных данных или финансовых накоплений. Как защитить себя и подрастающее поколение в цифровом пространстве, расскажет Надежда Саханская. Безопасное поведение в социальных сетях – так звучит современная повестка цифрового ликбеза. В школах республики запускают новый образовательный проект, направленный на защиту личных данных, которые размещаются на страницах в интернет-пространстве. Международная арктическая школа стала первым образовательным учреждением, которое дала старт данному проекту в Якутии. Вы когда-нибудь, скорее всего, очень надеюсь, что да, были на урок цифры? Слышали? Во время классных часов дети в игровой форме узнают о рисках интернет-мошенничества, о важности использования достоверных источников, компьютерных и телефонных вирусах и многом другом. К слову, к цифровому ликбезу могут присоединиться и родители. Платформа рассчитана не только на детей, но и на взрослых. И, само собой, на этом портале у нас уже размещены просветительские проекты для изучения социальных сетей, правилам безопасного поведения в социальных сетях для педагогов и для совместных занятий и с родителями. Потому что, как мы знаем, что родители тоже должны быть в курсе тех, скажем, нововведений, которые у нас есть в цифровой среде. Уже за январь этого года в Якутии зарегистрировано около 117 преступлений, которые связаны с мошенниками на удаленке. Причиненный ущерб составил 25 миллионов рублей. Чаще всего преступники представляются сотрудниками банка, просят оставить данные карты в интернет-магазинах или предлагают вступить в псевдоинвестирование. Данные преступления раскрываются, но вся сложность состоит в том, что мошенники, как правило, находятся за пределами Республики Саха-Якутия. Это на территории Российской Федерации, иногда и за ее пределами. Злоумышленники в интернете становятся все изобретательнее, предлагая онлайн-услуги и выгодные предложения. От жуликов в киберпространстве не застрахован никто. Тем более необходимо обезопасить именно подрастающее поколение от возникновения критических ситуаций в сети. Надежда Саханская, Артем Алексеев, Якутск. Новые веб-сайты, приложения, кейсы, образовательные квесты, видеоигры и комиксы. Все это разрабатывают учителя республики на хакатоне педагогов. Соревновательный командный марафон проводят в 3-й раз. В масштабном мероприятии участвуют около 200 педагогов из 17 районов республики. Подробности в следующем материале. Сосредоточенные обсуждения и выявление лучших идей. Параллельно на нескольких площадках участники хакатона готовят свои варианты решений педагогических кейсов или даже собственные проекты в области игрового и так называемого неформального образования. Это настольные игры, видеоигры, квесты, комиксы, мобильные приложения и многое другое. В нашем хакатоне все-таки есть и образовательная часть. Сегодня перед нами выступают спикеры одновременно с тем, что ребята разрабатывают свои проекты, и этим уникален наш педагогический хакатон. На территории Российской Федерации есть педагогические хакатоны, но форматы немножко другие. И наша особенность в том, что мы не только разрабатываем продукты, но и узнаем что-то новое. Хакатон – это конкурс, который собирает и объединяет на своих площадках мотивированных и заинтересованных, а главное – увлеченных своей работой специалистов. Около 200 педагогов с разных концов республики ищут ответ на вопрос, каким должно быть образование будущего. В нашей школе проблема то, что дети, бывают, не знают, где можно поучаствовать даже. Им приходится переходить по различным ссылкам, и преподавателям также надо отправлять очень много ссылок на всякие мероприятия. Поэтому мы разрабатываем сейчас сайт, где будут
множество мероприятий, где могут принять участие дети. И также будет личный кабинет, где мы будем оценивать в баллах достижения наших учащихся, и по этим баллам будем их награждать. Конкурс проводится на протяжении 3 дней. Первый день ознакомительный, во второй день уже начинается разработка и обсуждение проектов. Третий день завершающий, который включает защиту проектов и подведение итогов. Сегодня проект имеет возможность войти в федеральную программу, что означает расширение его масштаба, что в свою очередь повлечет и безусловный профессиональный рост для участников. Юрий Осипов, Екатерина Амосова, Артем Алексеев, Георгий Григорьев, Якутск. Выставка, посвященная городу Якутску, его историческим эпохам от времен основания до заката СССР, открылась в музее имени Емельяна Ярославского. В рамках нее пройдет презентация макета Якутской крепости с внутренними строениями. Также можно будет ознакомиться с планами Старого Якутска, увидеть, как менялся город и его очертания в течение столетий. Посетители смогут посмотреть и даже послушать воспоминания, описания столицы и увидеть вещи горожан разных исторических эпох. Выставка «Город Якутска. Вехи истории» является завершающей в крупнейшем выставочном проекте Якутского музея имени Ярославского к столетию ЯССР, посвященном улусам и городам Якутии, их истории и культуре. Помимо коллекции вещей, которые принадлежали горожанам Якутска, материалов об истории Якутской крепости 17 века, о каких-то предметах, связанных с городской историей. Также еще можно увидеть очень много фотографий о нашем городе, как дореволюционных, так и советских, а также послушать буквально историю города с помощью своих смартфонов, с помощью QR-кодов, которые размещены на этой выставке, послушать воспоминания людей, живших или бывавших в Якутске. 10 кандидатов в сборную Якутии на играх «Дети Азии» 2024 года. 4 девушки и 5 юношей участвуют в Кубке главы республики по шахматам. После соревнований по сыгранным партиям с юными шахматистами проведут работу гроссмейстеры. Также международный гроссмейстер Дмитрий Кряквин в Республиканском шахматно-шашечном центре провел мастер-класс, где рассмотрели партии чемпионов мира. В сеансе одновременной игры с ними участвовали 23 молодых шахматиста, в том числе учащиеся младших классов. В ничью с известным шахматистом сыграл ученик 6 А-класса Якутского городского лицея Алексей Колокольцев. Напомним, соревнования проводятся до 1 февраля. В нем принимают участие 50 спортсменов из 8 регионов страны. Самое масштабное соревнование по волейболу среди ветеранов началось в Якутске. Свыше 500 спортсменов съехались на первенство Якутии. Команды с 11 районов и города Якутска выявляют сильнейших в 10 возрастных группах. За первым соревновательным днем наблюдала наш корреспондент Светлана Амусова. Приветствую участников горного улуса, Верхоянского улуса. В состязаниях под сводами Дворца спорта 50 лет победы принимают участие не только сборные районов, но и клубы. Всего за право взойти на пьедестал почета борются около 60 команд. На церемонии открытия символический удар по мячу нанес заместитель председателя правительства Сергей Местников, тем самым дав старт году столетия отечественного волейбола. Как известно, волейбол является самым массовым и горячо любимым видом спорта в республике. Поэтому каждое соревнование во всех возрастных категориях приходится настоящим праздником спорта. Самая лучшая командная игра. Люблю ее с самой школы и продолжаю, и верна ей до сих пор. Вообще, это праздник волейбола. Хорошо проведенные выходные. Для меня это разрядка, возможность пообщаться с разными людьми интересными, поиграть. Какие-то эмоции. Организаторы турнира отмечают, что этот старт стал самым массовым среди ветеранов. Чтобы выявление победителей и призеров не затянулось на неделе, матчи первенства проходят параллельно на нескольких площадках. Спортивный дух, азарт, командное единство. Сотни волейболистов разыграют десятки партий. Сейчас на центральном поле играют две самые возрастные группы – мужчины свыше 70 лет.
За сборную команду Якутска играет 78-летний ветеран Василий Румянцев. Несмотря на солидный возраст, пенсионер двигается легко и берет даже самые сложные подачи. С малых лет занимался физкультурой и спортом, не только волейболом, но и национальными прыжками занимался. Даже выполнял норму мастера спорта Республики Саха, России. До сих пор занимаюсь физической культурой. Стимул уже получил этим волейболом. Это меня вдохновляет. Победитель категории 70+ был определен в первый же соревновательный день. Команда «Заречье» в 2 партиях обыграла сборную Якутска. Во время игры болельщики на трибунах активно поддерживали своих земляков и радовались заработанным очкам. Соревнования будут проходить до 29 января в залах Дворца спорта «50 лет Победы» и «Самородок». Победители будут награждены кубками, медалями и грамотами, а также лучших игроков отметят специальными призами. Светлана Амосова, Павел Пахомов, Якутск. Также более 100 юношей и девушек со всей Якутии съехались на первенство России уже по кикбоксингу в памяти 3-кратного чемпиона мира Иннокентия Макарова. Соревнования продлятся до 28 января в зале бокса центра «Триумф». На открытие первенства побывала моя коллега Марфирина Алексеева. Оспорить лавры первенства на ринг Центра спортивной подготовки «Триумф» вышли юноши и девушки с 2005 по 2010 годы рождения. На кону стоят не только медали и грамоты, но и возможность попасть в сборную республики для участия в 8-х летних спортивных играх «Дети Азии». Участники имеют разные характеры, привычки и уровень подготовки, но всех их объединяет воля к победе и дисциплина. Силу ног, силу рук, там, дух поднимаешь, становишься сильнее. У нас такие правила, то что когда мы заходим, да, мы клонимся, а потом, когда типа, садимся, ну, допустим, по линии, да, и начинаем типа кланяться, вот так, типа такой знак. И там уважение к друг другу, уважение зал, уважение к тренеру. Мы вот так вот выдаем людям. Спортсмены с наилучшими показателями войдут в число кандидатов на попадание в команду Якутии, которая уже в следующем месяце оспорит медали первенства Дальневосточного федерального округа. Турнир в очередной раз примет Якутск. Нынче впервые мы будем принимать 2 раздела. 2 раздела, то есть full контакт, это классика кикбоксинга, а также самый жесткий вид, это К1. Вот. И поэтому у нас нынче ожидается большое количество участников и будет большая конкуренция. Наш регион является одним из лидеров Дальнего Востока по кикбоксингу. Прямым доказательством этому служат многочисленные победы якутян на окружных соревнованиях и наличие в сборной страны ряда якутских спортсменов. Марфирина Алексеева, Семен Семенов, Якутск. В Красноярске идут финальные схватки Кубка Ивана Ярыгина по вольной борьбе. Напомним, что в весе до 70 килограммов у сборной есть шансы на бронзу. В малом финале поборется Константин Капрынов. Также за 3-е места сразятся Александра Копылова, Александра Карамзина и Севиль Назарова. Ну а сегодня в квалификационном раунде наши спортсмены, к сожалению, свои схватки уступили. Завтра на ярыгинский ковер выйдут тяжеловесы Нюргун Сергин, Никита Сафронов и Максим Толмачев. Танец – это язык души. В это воскресенье состоится 2-й эфир нового проекта телеканала «Якутия-24. Танцуй». На прошлой неделе зрители имели возможность познакомиться с 9 парами и посмотреть их презентационные номера. Отметим, что в год труда участниками были выбраны работники трудовых коллективов. Подробнее в сюжете Галины Чекуровой. Первый эфир открыла пара Виталины Брыляковой и Александра Воштера. Они исполнили танец в синтез-направлении. В воскресенье же им и другим конкурсантам предстоит выступить с бальным танцем. Впервые на телевидении, в прямом эфире, но впечатлений было просто море. Единственное, что сейчас, наверное, будет немножко даже потяжелее. Первая программа была «Танец на выбор». И время на подготовку у нас как бы там побольше получилось. Сейчас и времени на подготовку меньше, и плюс это уже бальные танцы, где требуется уже какое-то мастерство. Поэтому будем стараться подготовиться и победить.
В этом тандеме, как и в других, один партнер профессиональный хореограф, а другой работник трудового коллектива. Александр работает в управлении Федеральной службы исполнения наказаний. Его наставник Виталина отмечает, что ей попался способный напарник. Мой партнер, я его не один раз уже хвалила, уже еще там, во время эфира. Говорю, какой у меня ответственный ученик, какой он замечательный. В плане того, что даже когда была подготовка номера первого, когда мы всеми участниками танцевали, открывали эфир, он мне даже подсказывал, куда идти. Вот. Поэтому у меня талантливый ученик, который можно развивать. Пара Александра и Виталины в это воскресенье постарается максимально выложиться. Ведь сразу два тандема, которые получат наименьшее количество баллов от членов жюри, рискуют выбыть из проекта. Однако их могут спасти телезрители. Но две пары, которые наберут наименьшее количество голосов, у них будет возможность набрать еще свои голоса в течение недели. То есть, когда закончится эфир, как было на проекте НВК Саха, сразу же пара, которая набрала наименьшее количество голосов, она выбывала из проекта. В этом выпуске у нас будет не так, у нас будет отделена целая неделя, и каждый житель нашего города может отдать свой голос той паре, которую посчитает нужным оставить дальше. Помимо участников-победителей, которых выберет компетентное жюри, по итогам проекта будут установлены обладатели номинаций «Приз зрительских симпатий». Эту награду получат участники, которые наберут наибольшее количество голосов зрителей за все время проведения конкурса. Вторые танцевальные номера участники представят в это воскресенье. Прямой эфир начнется в 6 часов вечера. Галина Чекурова, Джулустан Иннокентьев, Якутск. На сегодня это все, но мы продолжаем следить за развитием событий. Оставайтесь на нашем телеканале.